А теперь позвольте представить вам нашего следующего гостя Виктора Романова, руководителя Департамента коммунального комплекса и энергоэффективности Министерства ЖКХ и энергетики нашей республики. Доброе утро. Доброе утро. В прошлом году, в 2017, как раз под завершение года, Владимир Путин подписал закон изменения о порядке утилизации отходов. Какие изменения были внесены и как это отразится на гражданах? Да, у нас существенное изменение законодательства в области обращения с отходами. Да. С 1 января 2019 года внедряется новая система. Теперь, если по-простому говорить, раньше, если это было твердые бытовые отходы, ТБО, да, на сегодня по закону это ТКО, твердые коммунальные отходы. Услуга обращения с отходами, она из перечня жилищных услуг переходит в статью коммунальной, как и электроэнергия, как и теплоснабжение, там, водоснабжение и так далее. Что это означает? Это означает, что это будет регулирование по тарифам. На сегодня эта услуга не регулируется. То есть управляющие компании ТСЖ заключают самостоятельно договора с транспортировщиками и осуществляют сбор и транспортирование отходов. Какие нововведения? Да? Соответственно, сбор и транспортирование зачастую приводило к тому, что образуются бесконтрольные несанкционированные свалки. То есть управляющая компания заключает договор только на сбор и вывоз этих отходов, а транспортировщик иногда недобросовестный, они не довозят до соответствующих свалок или полигонов. Да? Новый закон регулирует вот это вот. То есть определяется рекоператор на соответствующие зоны. Рекоператор – это ответственное лицо, юридическое лицо, которое будет организовывать деятельность по обращению с этими отходами. У нас в Якутии он да, уже у нас в Якутии зона 5 зон определены, республика поделена на 5 зон, да? Центральная, южная, западная, центрально-восточная и арктически северная. Да? Все рекоператоры определены, соответственно, транспортировка будет контролироваться рекоператорами. То есть Якутия готова? Сложности есть. В основном сложности это отсутствие инфраструктуры. То есть у нас это в большинстве населенных пунктов это санкционированные свалки, то есть нормальных полигонов нету. И, соответственно, нормальных транспортировщиков даже нет. В большинстве населенных пунктов это просто самостоятельный вывоз гражданами на свалку. А вот в квитанциях каким-то образом да, будет? Как это отразится на коммунальных оплате? По оплате на сегодня утвержденных тарифов нету. Регулированием занимается Государственный комитет по ценовой политике. То есть, да, а этапы, которые внедряются, включаются в саму систему, это сбор, транспортирование, обработка, захоронение, обезвреживание и дальнейшая утилизация. Да? Обработка – это, по сути, сортировка. То есть закон нам сегодня устанавливает такие правила, что часть компонентов отходов мы не должны захоронять, то есть не должны вывозить на свалку. Это в будущем это будет пластик, картон, металлы, стекло и так далее, да, резина. Соответственно, мы должны их отделять от тех отходов, которые мы вывозим. Да. Для этого в Якутске планируется, например, строительство нового полигона на 26-м километре и сортировочной станции. То есть надо еще и культуру поведения же самих или горожан? Да, то есть мы должны сами поменяться, да, подсознание, потому что мы несем ответственность за ту порчу природы, которая сейчас осуществляется. Да. Мы не замечаем, что я, например, кинул в пакет этот мусорный бак и дальше не задумываюсь, да, по идее. А потом по тем или иным социальным сетям возмущаемся, что у нас в пригороде там образуется очень много, допустим, свалок, образуем субботники и так далее. Да. Но на самом деле, если мы подсознательно будем сами менять, то мы проще будет внедрить новую систему. Что ж, огромное спасибо, Виктор, за интересную, полезную информацию. Приходите к нам чаще, делитесь подобными информациями чаще.